ужасно. Мелкий пирот. Распропашаете себе. Я не Перестань. Я тоже люблю мясо. Ой, мы еще. А мы еще Я не разрешила постели. такие моменты в жизни. Тобі з Барполіном стакан був. Така ти правда. Между женами. Такие трудные времена, это есть благословение. Саша, а то ты там уже что-нибудь снимаешь не то, ты погляди туда. А люди как не зелимся. Разбурите сварки. Саша, ты сегодня будешь голодный, мы тебе отдельно. Саша, ты Садись за стол, а потом будешь думать. А компот будет желтый или красный будет? Ну, какой есть, такой и будет. Ну, я... Сейчас минута. Сколько минут? Сколько минут? 12. 12? Ты же что, на 15 копеек.
вы поймите меня правильно. Ну, а Флоры вот. Ну, а кто поймет, о чем? Я думаю, может, там Вера призывы удели какие. Итак, начинаем. О хоре так, в каком-то хоре. Хорошо он слышит ноты. Ох, не терпит фальши. Петь, играть его работа, гимны или марши. Заявить умеет ноту, так сказать, протеста. Окружать весь хор заботой, подсказать уместно. Многим он играл на свадьбах, щедро по-отцовски. Я ведь знаю, был там сватов, это шло... Знаю, был там сватов, это шло... Батрасом не был никогда. Слушайте внимательно, не плясал ни польку, ни щелкунчик. Продает обои и всегда сам себе поет тихонько ю. Юнцом он был, потом отцом, теперь же стал высоким дедом. Зато живет, что много шьет, бывает даже без обеда. Он старый бас, что борозды не портит хору звуком, видом. Он ревизор большой казны, его высочество брат Си... Зачем вы сразу? Сидеть не может он без дела. Хормейстер он и администратор. Хотя жена его успела 4 киндер дать для патер. И на беседах братских спорных дерется крепко, как соколик. И проповедует задорно. Такой уж быстрый наш я. Наятно ведь, да? Ярмарка хвалит его за шапки. Он же за то, что настроит звук. Лидер у группы гастрольной братской. Брат деловой – это брат Чудеса на виражах, мультик для детей. Чудеса на голосах здесь возможны ей. Может разное пропеть, низко, высоко. Божий дар в сопрано есть, это же Я не сказал диско, я дальше читаю. Дисциплина нужна во всем, и особенно в подготовке. А на спевке мы как идем, через раз, находя уловки, не повторствуйте бюрократии по обычаям СНГовским. Подражайте хорошей братьи, тенорам вашим Не сказал же болтов. Многих песен знатоки, но не поем, однако. Прекрасный ай, ее талантом я покорен. Такое диво, как хорошо, что эмигрантом она не стала наша Пи. Я не сказал, наш пианистом у хористов, он известен стал в народе. Он играет просто чисто, а зовут его Волевой он, предприниматель, нашел для себя работу. Малое предприятие по строительству там чего-то. Сам он гостеприимный, даже для иностранцев. Бас его, голос сильный, фамилия же Демократы из нашей нации за женщинами охотятся, дарят эмансипацию, женскую безработицу. Хористы другие люди, здесь сестры не убывали, и упредь освежать их будет маханием регент ва. Ну и последнее, так, значит, слова. Слова уже в Китае у Маудзедуна торговали.
Шумите, милые, шумите, но только вы меня простите за эти дружеские шаржи, которых много. Мне вельми дуже приємно Нам так само. быть с вами в этом общении. И мне, можно сказать, двойче приємно то, что я сегодня почув от вас, что многие из вас размовляют на белорусской мове. Бо я пам'ятаю, мені довелося першому на одному шлюбі виступити. І шмат почуть неемких таких высказываний в мой адрес. Але я сьогодні бачу, що то, що посіяно було, воно дало свої плоди. Я приємно і вдячний всім тим, хто, ну, як воно не є, може ровно крила, але старалися і нечто отрималося у нас. Я думаю, що не дрянно було отримуватися, особливо у Степановича. І було б, на мою думку, приємно, коли б із-за кафедрами почули промову на білоруській мові. Ну, я так розумію, що треба починати вже трохи. У нас своя держава, і я... Чим хутчей, браті, достанеш Біблію на білоруській мові, тим хутчей почуєш. Так, безумовно. Безумовно. Ну, а коли казати про той вечір, де я тут опинувся, на них, може, не випадково тут, бо моя Антоніна тут співає. Ну, а коли говорить щиро, то я неколи был в этом обществе, так сказать. И многие тут, коли быть последовным, да, брати Гриші так от пройти, то я вже тут, можна сказати, більше столовою співав, але на великий жаль я Згубився ніде. Згубився одно, ні, тут может нечто другое, больше складанное. И я вельми шкодую, что я не могу быть серед вас, и я нема здольності. И это я кажу не для того, как бы, какое красное слово сказать, а это, поверьте мне, что это эдак. И я вельми вдячний, что вы много разов уже запрошали мене сюди, але що зробиш, коли, як Степанович коли сказав, на вухо наступив нечто, то вже нічого не зробиш. Неправда, Рубан. Матлює? Ні, це я сказав чисто. Монах. Вот. Ну, але це, так сказати, уступ. Я хотів сказати нечто інше. Я хотів вам вельми щиро подякувати за сьогоднішнє, ранішнє і вельми особливо сьогоднішній перший день этого 93-го года вельми хорошо виступали. Особливо з тих пісень, синіх. Вот. Я что вам хотел сказать, ну у нас них отрималося серед нас, что у нас головное служение это служение словом, а уже пение, ну ще хоровое, это так, еще могут заход сказать, что вот Боже благослови нашу. А общее пение, так уже, ну это уже как бы стать, вот не заснуть там, трохи проехать, ну как уже, ну да, они засидели все люди. А уже ну не скажу, что это уже, ну мысль отримується, але ну так ось, якби ви на край вже впихнули. Але я вам скажу, от такий приклад, який здарився со мною. Ну, так як отрималося в моєму житті, що ці волни трохи захлябнули мене этого життя, трохи там, туди в той бок, вроде би, не гляделося, вроде би там трохи веселее, що ж тут вот. Вот. Пришел, посидел, ты больше ничего не мало туда, там глядишь, ого. И уже я так вырашил,
что ну, уже не буду я сюда ходить, как я был холостяком. Мне так уже меня туда затянуло, и еще много там, и все так хорошо там, и можно то, и еще. А у нас тут ничего не можно. Вот. Ну и трохи так уже тут с одним, так сказать, теперь братом подгазовали мы. Ось, и уже пришли, як би, ну, попрощаться, не попрощаться. Это было на Грунтово, я не памятаю, який день, там уже ще, ні, это уже мы были особенно, значит, в середу, в пятницу, ну, в этих 2 днях. Ну, сами видите, вот такие дни, не шмат людей, так, риденько сидять. Я, як пам'ятаю, може, Кашніковича сестра була, і мусить Копейчиха. Вони якби за главну роль там виконували, бо хор немає, зрозуміло. Гульно там співали всі, разом. І вони там не пам'ятаю, який там псалом був, що вони там вибрали на їхню думку. Але я потім хочу сказати, чому я тут довго хожу, тут все тут об'ясняю, розтлумачую. Мы зашли, там и вот в коридоре, там это завсёды стояли, глядели. Ну что ж тут уже? Пятница, середа. Что там уже? Шурик выйдет там, кто это? Нема кому там уже, ну что ж там, скажут, прочитают, сядут. Ну и стали петь общим пением. Пели, не памятаю, какие псалом, такие вот звыклые, родовые, не из передовых там псалмов. Вот. И так вот стоячи, меня это пение так кранулось, так проняло як мене. И я заплакав як так у душі. Може так оно не було видать для посторонних, але як я для себя так бы сказал, нет, Саша, ты никуда отсюда не пойдешь. Вот это тут твое, вот это пение, оно твое. И там не коснулось меня, знаете, ни слова там, ни... Бывают у нас такие проповеди, например, Степанович скажет, так тут, безумовно, это доктор богословских наук. Я ничего не хочу принизить тех, кто наших проповедников. Але ось меня так отрималось, что, дякуючи, может быть, этому общему пению, тех несколько там сестричек, и я застался тут. Я завсёды вот не так думаю, что ну вот заспевають в общем пении. Як прийде мені на мою думку в этот момент, і мені завсёди хочеться дякувати Богу, що і молитися за тих, може бути, старушек, які поють тут у середу, там, в п'ятницю, кажуть, для кого вони тут поють? Ні, ви не зря там поєте. Бог знає, що він робить, і через це пение спасаются и приходят многие души. И коли уже я так верно вдячно отозвался таким огольным пением, тем больше хоровым. И мне хотелось бы вам вот святочный день пожелать еще больше. Так, як ось сьогодні ви тут всі одною сім'єю дружною, і так само, як ви рухалися наперед, дружнее в этой доброй верной справе. Вот. И пожелать вам поспехов на этой ниве. Всего, всех благ от Бога вам. Дякую за увагу. Дорогие братья и сестры, мы случайно говорить о вашем прекрасном вечере. Все вы мне настолько рады. Я пока скажу пару слов. Уже так само стараться говорить по-русски, потому что это не мой все-таки родной язык. Я буду говорить по-своему. Я говорю, и я еще что хотел бы, я бы хотел, чтобы мы все говорили на том языке, на каком мы общаемся дома и дома. Бо мы выходим за кафедру, за что другое, и начинаем совсем другие песни петь. Мы начинаем чирикать по-русски, мы начинаем неизвестно что из себя, ну, я извиняюсь за бедность мысли, корчить. Вот. Понимаете? Человек должен оставаться человеком в любом случае своей жизни, и при проповеди тоже. Мне вот как раз дали книжку, я прошу увидеть.
там написано «жить по новому концепту». Концепт это, в принципе, вы понимаете, что такое? По новому принципу, скажем так. Так вот, да, по новому стандарту, по новому принципу. Я вот сегодня так немножко недоумевал, да, думаю, ну что, ну хор собрался, ну это все понятно. Ну что нам, братья, они что, у оружия? Нет. Думаю, кто знает. А может добре, что они у нас как раз побыли. Слушайте, мы же будем жить по новому концепту. Дело в следующем. Понимаете, вот мы уже имеем достаточно богатый опыт. Вот, если бы, например, наши вот труды, вот все наши вот эти намагания, скажем по-белорусски, увенчались успехом, и чтобы мы имели, как написано, много плода, и чтобы все у нас хорошо получалось. Так вот, ну, 20-летия проходят, и в принципе мы вот доросли до какого-то уровня духовного, я имею в виду, и затримались. Мы иногда, бывает, рывок сделаем, бывает, наоборот, впадем в какой-то, в обратную сторону, деградацию. Так вот мне кажется, что новый концепт это все-таки животрепещущий вопрос. Новый концепт это все-таки значит не только проповедь, не только все должно иметь свое место. И должно иметь общение, вот как Гриша сказал, может и очень даже должно иметь. Вот там расширенные там какие-то служения для людей, которые придут нас слушать. Но я вам скажу, чтобы духовная жизнь церкви была, чтобы она, церковь жила так, а не приходила время от времени в это общение, мы должны жить в каком-то новом концепте. Это вопрос, между прочим, 100% назревший. Может, вы считаете не так? Вот. И понимаете, на том пути, на котором мы идем, вряд ли мы дойдем до такого единения, на котором мы могли бы найти вот на начале такого вот плана, например, как сегодня, да. Хотя я не хочу сказать, что это уже идеал общения, потому что мы так и подкидаем нас спеть после слова. Нет? Это в нас живет, это в нас не отнимешь. Вот. Форма у нас, она засевшая капитально. Так вот, что я вам скажу, что если мы сможем как-то неформально, нестандартно так, общаться с людьми, так, это не имеет значения, сколько тут будет бутербродов, понимаете? Не решающую роль играет, сколько у нас сыра, а общение, само общение, не дорог обед, а дорог привет, как говорится. Вот. Это большое дело. И вот именно на этих неформальных таких общениях, которые не затягивают человека в мешок, он боится друг другу сказать что-то лишнее, мы должны расти. И если мы вот пойдем по этому пути, я не знаю, вот братья тут есть у нас, которые ведут эти вопросы, я думаю, было бы не лишним, например, собираться нам всем, кто желает какие-то вот такие типа общения. Я не знаю, как это технически обставить эти вопросы, но в любом случае, вот я думаю, что люди узнавали бы людей, не было у нас таких тренингов, не смотрели мы бы друг на друга, как на потенциального врага, скажем так. Вот. А жили бы братской любовью. И жили бы вот именно интересами друг друга, интересами того, кто вот возле меня, а не своими мелкособственническими интересами, что мы там закроемся, там свои проблемы и все, и живем. Так человек открывается, так он становится общительным. Что касается, значит, в заключение я вам скажу, меня, допустим, если музыкант играет без улыбки, но пианино звучит весело, это факт, правда? И если я даже не улыбаюсь вам, то вы своей душой
должны улыбаться, потому что мне не до улыбок, я занят делом, понимаете? А вы поете, вы должны петь в полный рост, как говорится. Вот. Я желаю вам всего лучшего, так, если кого-то я там, конечно, в процессе работы иногда и, может, и незаслуженно где-нибудь цепляю, ну, вы простите, дело в следующем. Дело в том, что кто не работает, тот не ошибается. Вот. Я, по крайней мере, первую мысль имею о пользе дела, а потом собственных интересов. И собственные интересы никогда не переношу на труд, которым занимаюсь. Вот. Я хотел бы, чтобы у нас вообще это был принцип основной. Вот. И поэтому у нас меньше станет разных напряженностей во всем обществе, скажем, в новом году по новому концепту. Аминь. Течет ли жизнь на подобной реке? Нет, я не спою, боюсь, что. Ну просто все вместе споем, да и все. Оля, так вместе споем. Ну. Алик споем. Нет, все вместе будем. Течет ли жизнь мирно подобно реке? Несусь ли я в грозных волнах? Во всякое время, вблизи, вдалеке, в твоих я покоюсь в руках. Ты со мной всегда, Господь, твоих я покоюсь в руках. Не склонят меня позабыть ни вражьи нападки, ни тяжесть судьбы. Не склонят меня позабыть, что Бог мой меня из пучины страстей в любви восхотел искупить. Ты со мной, да, Господь, твои. А так само і усім вам за це запрошення, що я сьогодні можу знаходитися серед вас на цьому приємному вечорі. Я ніколи в житті не думав, що ми здольні на таке. Вельми мені тяжко розмовляти на білоруській мові, але мені так хочеться. І сьогодні я отримав такий подарунок Євангелія на білоруській мові. Я вельми рад сказати вам пару слов на этом нашем родном языку, или лучше сказать, мове. Вельми приємно. Знаете, что я зауважил на этом вечере? Что среди нас вельми много талановитых людей. Особо мне запало в око и на мой глухий слух вот вершевые зарисовки Фридриха. Я так щиро сміявся, якраз як той вчора негр, про которого я розказував. Я в житті ніколи так не сміявся, особливо як про моєго швагра сказали, що він законник. Доволі приємна справа почути правду про його. Але я повинен вам признаться, что месяцами
3 раней со мной была так само такая справа, когда я находился в Первоуральску, там с этим шабаном. Збираемся мы на набоженство в Дом культуры. Я уже одеваю свой пиджак, як он называется по-белорусски. Френч. Ну, я думал, мы по-польски. И накидываю на шею гальштук. А он мне и каже, ну же ты, братья, законник. Ну, але так было вельми добра, коли мы там находились. Вельми мне подобалась сегодняшняя такая приемная атмосфера, здоровый гумор, за кем мы глядели один на другого. Я вельми рады этому, что мы можем так вот сердечно, щиро сказать правду друг про каждого из нас. Подобалось мне, что мы не при вимушених обставинах тут говоримо про наше життя у нашому хорі, яке я дуже люблю, вельми люблю. І давно збирався вам сказати пару приємних слов у ваш адрес, що це правда. П'єте ви вельми пригоже. І я хотів би, щоб ви співали ще лепей. Коли ви пели на Грунтовой ці на Глебовой вулиці, в тим старим доме молитовным, то вы знаете, скажу вам, что душа моя просто уздымалась в гору до Бога. Особливо, як ви пели песню «Синее небо», про небо. Коли вы пели песню не славьте, как это? Пойте Господу. Вот. Пойте Господу. Коли вы спевали, то нечто у меня внутри нараджалось такое, что вымушало меня и примушало и плакать, и дякувати щиро Бога за то, что Он усіх нас любит. И я хочу вам сказать, у додаток до того, что сказал брат Иван Забяла, и он сказал, что коли спевали песни, и Божий человек пел песни, то дух недобрый, який володав Саулом, и он вымушен был отходить от этого человека. А я скажу еще более. Коли пели 3 эти Божьи мужи, ті мужчины, як их правильнее или назвать, то настолько сила Божия сходила на Божие громадство, что, святари не могли стоять. И они падали. И я хочу, чтобы вот частина того, імкнення у вашому серці співати вот тільки так, народилася в сьогоднішньому вечорі у вашому серці. І я вельми маю велику надію, що так буде. Але для того, щоб так було, я збираюся прочитати вам з Божого Слова. Бо я є святар і дуже законник. Я добре ведаю, що коли б той Фридрих ведав, що я буду тут, то він, мабуть, написав би нечто про мене. І я вельми жадаю, щоб в наступному разі таке у нас могло повторитися ще, і я жадаю почути щось про себе. Побачити себе Пока ты говоришь, он может еще написать что-нибудь. Тихо. Коли 2 чи 3 розмовляють, то я нічого не чую. Я прошу, я ще раз повторити. Покуда вы будете здесь читать, он придумает. О, я дякую.
Я яшчэ не кончу сваю думку выказваць, таму што вельмі цяжка сваімі вачыма паглядзець на сябе збоку. Чужымі вачыма вельмі добра. І я хачу, чтоб такі самы гумар, ён і дакрануўся і да майго сэрца, можа, я буду лепшы, вот, так думаю. І, напэўна, гэта будзе так. Прачытаю з паслання апостола Паўла да рымлян. Раздел 12, тут написано так. «Вось же вельми прошу вас, браты, праз милосердие Божие, отдайте тело ваше на хвяру живую, святую, угодную Богу, на разумное служение ваше, и не доторновывайтесь до веку гэтага, але преображайтесь обновлением розуму вашего, как вам познавать, что есть воля Божия, добрая, угодная и досконалая. Бо кажу праз дадзеную мне ласку кожнаму сярод вас. Не думайте аб сабе больш, чым трэба думаць, але думайте мудра, як Бог кожнага мерай веры надзяліў. Бо як у адным целе у вас много членаў, але не ўсе члены маюць гэтую ж работу, гэтак мы многія складаем одно тело у Христе, а паасобку адзін для аднаго члена. Калі ж па данай нам ласцы маем розныя здольнасці, дык калі пророч па меры веры. Калі служэнне, служы, калі навучаеш, вучы. Калі напамінаеш, напамінай. Калі раздаеш, дык у прастаце. Калі пастаўлены над другімі, старшынствуй у шчырасці. Калі міласэрны, дык у радасці. Любовь нехай будет у вас не криводушная. Брыццеся зла, приляпляйтеся до добра, братней любовью один до одного пяшчотные, у пашания один одного опереджайте, у рупности не слабейте, духом палайте, Господу служите, потешайтеся надеей, у гору будьте терпливыми, у молитве сталыми, у потребах святых берите удел. Рупливо примайте подорожных. Богославьте тех, которые вас переследуют. Богославьте, а не кляните. Радуйтесь с теми, кто радуется. И плачьте с теми, кто плачет. Будьте однодумные меж собою. Не думайте зашмат об себе, але до покорных прихиляйтесь. Не будьте мудрыми сами про себе. Никому не отплачивайте злом за зло. Але старайтесь об добрым перед усімі людьми. Калі магчыма з вашего боку, будьте ў згодзе з усімі людьми. Не мстите за себе, умилованные, але дайте место Божьему гневу. Бо написано мне помста, я отдам, кажа Господь. Ды калі ворог твой голодный, накорми его, калі пить хоча, напои его, бо робячи гэтае, зберешь ему на голову вуголле гарачее. Не будь пераможаны злом, але перемагай зло добром. Вось гэтыя словы Божага слова я накіроўваю да вас, да кожнага члена цела Христова. Бо вы такія ёсць. І я таксама ў гэтым целе один здольны на одну справу, другі здольны на большую справу. Але я ведаю, што наш Бог, Ён так разумее нас, и Он так хочет, каб мы у меру своих, як тут ямчей сказать, здольностей прославляли Его. И я ведаю, что як вы будете вот гэта робить от шчырага сердца, то наша церква будет расти. Дух Святый будет докранаться до каждого сердца, кто придет сюды у гэты зал. И я ведаю, что сила Божия будет накіровывать